Пора примерить на себя роль защитников Отечества. Осенняя призывная кампания началась 1 октября. Один за другим новобранцы проходят медицинский осмотр у врачей узкого профиля. Среди них Аслан Хамчиев. Парню 18 лет. Сам он хочет пополнить ряды Росгвардии страны. Но даже если попадет в другие вооруженные силы, то тоже хорошо, говорит молодой человек. Любой абсолютно армию просто просто пройденный этап. Обследоваться нужно не только у окулиста, невролога, офтальмолога, терапевта и стоматолога. Также немаловажно пройти психологический отбор. Желающих попасть в армию и отдать гражданский долг немало. Мы отправили первую команду 16 числа из числа 5 человек. Следующая команда вчера отправлена нами составила человек 11. Призванные к военной службе могут попасть в любой регион страны. В сухопутные войска, военно-морского флота, Росгвардию и другие. Это решение принимается призывной комиссией на основании результатов обследования. Из половины новобранцев 30% являются негодными по одним и тем же причинам. Хронические отиты, хронические гаймориты и нейросенсорная тугоухость. Глухонемота. Несколько призывников было. Этим мы выносим, составляем акт, пишем на обследование, отправляем на обследование. Если я выявляю, что хронический отит, то направляем на обследование в ИРКБ или же ГП, государственную поликлинику, или в ИРКБ. Призывник в течение 10 дней должен к нам вернуться с выпиской. И оттуда уже мы, соответственно, выносим статью. По статье есть годен, негоден. В этом году по сравнению с прошлым число призывников намного больше. Страхи по поводу отбытия срочников в зону СВО поубавились. О том, что в этом нет необходимости, говорят и в военном комиссариате. Указ главнокомандующего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, что лица, которые призваны на военную службу, срочники, они не будут призываться на СВО. В военном комиссариате Назрани и Назрановского района отправка на службу новобранцев проходит каждые 4 дня. До 30 ноября ряды вооруженных сил России пополнятся на 90 человек. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24.